Здравствуйте! В эфире информационный выпуск МШИПшара. И сегодня в выпуске. Организацию предстоящих выборов в Государственную Думу России на территории Абхазии обсудили в администрации президента. Эпидситуацию в стране, вопросы вакцинации, обстановку в ковид-отделениях обсудили в Народном собрании. Сотрудники Министерства внутренних дел задержали Павла Кротова, который обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта крупной партии наркотиков. 13 сентября во всем мире отмечают День программиста. – 19 сентября в России пройдут выборы депутатов в Государственную Думу. На совещании в администрации президента, которое провел вице-президент Бадра Гунба, обсуждались вопросы организации предстоящих выборов на территории Абхазии. Подробности в репортаже Алики Трапш. Выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации пройдут в 144 странах мира, в том числе и в Абхазии. Наша республика входит в пятерку стран по количеству избирательных участков. Всего на территории республики будет открыто 9 избирательных участков. И, безусловно, на нас лежит большая ответственность, чтобы выборы прошли спокойно, подчеркнул вице-президент. Бадра Гунба огласил списки избирательных участков, на которых пройдет голосование. В городе Сухум первый избирательный участок будет открыт по улице Аяйра, 33, здание средней школы номер 10. Второй избирательный участок в городе Сухум будет открыт по улице Картозя, 6, здание средней школы номер 5, расположенный в новом районе. Город Гагра, проспект Ардзенба, 84, здание Дома культуры. Пицунда, улица Гицба, 7, здание Дома культуры. В городе Гудаута будет открыто 2 избирательных участка. По улице 23 июля, здание средней школы номер 2. И второй избирательный участок будет открыт в поселке Бамбора, по улице Абазинская, 112, здание Бамборской средней школы. В городе Ачимчира, улица Лакоба, 22, здание средней школы номер 2. Тхуарчал, проспект Свободы, 28, здание Дворца культуры имени Дмитрия Гуля. В городе Гал, здание Дома культуры. На данных избирательных участках будет проходить голосование с 8 утра до 8 вечера. Хотел бы обратить ваше внимание, что избирательных участков нет в Голорыбском районе, Сухрайоне и в городе Новый Афон. Отдельное поручение будет руководителям данных районов организовать необходимые транспортные средства для доставки желающих проголосовать на ближайшие избирательные участки. Необходимо в рамках уже ранее выработанных санитарных норм провести голосование, чтобы не было скопления людей, не создавались очереди. В основном это будут происходить избирательные участки, открыты в школах. Инал Соломонович, со своей стороны я вас прошу проконтролировать этот процесс. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва будут проходить по федеральному и одномандатному избирательным округам. Советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов уточнил, к каким округам относятся расположенные на территории Абхазии избирательные участки. Участок в городе Сухум-1 относится к Забайкальскому одномандатному округу, второй участок относится к Павловскому одномандатному округу, это Воронежская область. Участки в Гагре и Пицунде относятся к Самарскому одномандатному округу. И все остальные 5 участков, это Гудаута, Бамбора, Ачимчира, Тхуарчал и Гал, относятся к Всеволожскому одномандатному округу, это Ленинградская область. Избирателям, проживающим в Абхазии постоянно, будет выдаваться 2 бюллетеня. Один – это федеральный, значит, там будет список из 14 партий. Ну, все это есть на сайте ЦИКа, какие партии туда входят, и на сайте посольства. И будет выдаваться второй бюллетень с одномандатными кандидатами. Главы районов рассказали о подготовительных работах для проведения выборов в Российскую Госдуму. Практически во всех районах, где будут открыты избирательные участки, уже назначены ответственные лица, которые непосредственно будут взаимодействовать с российскими коллегами. Обязательно будет организован транспорт по доставке людей на избирательные участки. Организационно, разумеется, мы все подготовим.
Заместитель Астамура Ашуба будет вести этот вопрос. Он уже ведет его в постоянном контакте с Максимом Владимировичем. Это организация доставки людей, те, кто изъявит желание по городу Сухум, она будет организована. Уже технически все организовано, исходя из тех нюансов и установок, которые мы получим здесь. Сегодня также будет проведено совещание, где мы уже более четко дадим установку всем тем, кто будет находиться на местах. По транспорту мы готовы организовать доставку, по силовым направлениям также все, как говорится, на подхвате, поэтому проблем никаких не будет. Председатель ЦИК Абхазии Тамас Гогия напомнил, что выборы должны пройти в соответствии с законом Российской Федерации и никакие вмешательства в процесс голосования недопустимы. Он также отметил, что ЦИК Абхазии оказывает содействие российскому посольству по мере обращения. Что касается подготовки и запросов непосредственно, и обращений, представителей нашего посольства и непосредственно отвечающих, мы оказывали содействие, оказываем то по мере обращения. То есть предоставили тот инвентарь, который нужен был, обращение писали главам администрации в случае, если с ковидной ситуацией какая-то могла бы ситуация измениться по тем объектам, которые были намечены по организации мест для проведения голосования граждан Российской Федерации на местах. Но таких обращений больше не последует. По-моему, мы по этим же объектам также и определились. И все у нас идет своим чередом. За соблюдение правопорядка на участках будут отвечать правоохранительные органы республики. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва пройдут в воскресенье, 19 сентября. На голосование могут прийти граждане России, постоянно или временно проживающие на территории Абхазии. Для тех, кто не сможет прийти на участок, будет организовано выездное голосование на дому. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с представителями Министерства экономического развития России по вопросам реализации инвестпроектов. Во встрече также участвовали руководители профильных министерств и ведомств Абхазии. Делегацию из России возглавляет руководитель Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Виталий Гудин. В рамках визита российские специалисты планируют осмотреть объекты капитального строительства, реализуемые в рамках инвестпрограмм содействия социально-экономическому развитию республики. Кроме того, планируется совместная работа в межведомственных группах при министерствах Абхазии. По итогам поездки участники доложат о результатах премьер-министру Александру Анквабу. Эпидситуацию в стране, вопросы вакцинации, обстановку в ковид-отделениях обсудили в Народном собрании на заседании парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны. На встречу были приглашены вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Эдуард Будба и врачи Ангелина Отроба и Астамур Гуния. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Эпидситуация в стране – главная тема встречи. Как отметил министр здравоохранения Эдуард Будба, на сегодняшний день в Абхазии наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Ситуация с перезагруженностью стационаров немного улучшилась. При этом зачастую пациенты поступают в больницу, будучи уже в тяжелом состоянии, что влечет за собой сильную нагрузку для системы здравоохранения. С 6 по 13 сентября были обеспечены лечебные учреждения, занятые лечением граждан с ковид-инфекцией, лекарственными препаратами, медизделиями, лабораторными реагентами и расходными материалами. ЦРБ Гудаутского района на сумму 1 183 214 рублей. Сухумская инфекционная больница на сумму 1 107 314 рублей. ЦРБ Гагского района на сумму 489 553 рубля. ЦРБ Творчалского района на сумму 118 926 рублей. ЦРБ Ачимчирского района на сумму 676 828 рублей. Оказываем поддержку при обращении к мобильному госпиталю Министерства обороны Российской Федерации. За данный период было отпущено на сумму 226 974 рубля. Расширенный репортаж заседания комитета смотрите после выпуска новостей. После тяжелой болезни ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, общественный и государственный деятель Амичба Станислав Ильич. Распоряжением Кабинета министров создана правительственная комиссия по организации похорон Станислава Амичба под председательством главы администрации Ачимчирского района Беслана Беглава. Как сообщает комиссия, похороны Станислава Амичба состоятся 14 сентября в селе Чгарда.
Сотрудники Министерства внутренних дел задержали Павла Кротова, у которого был обнаружен изолированный сверток с наркотическим веществом метадон. Как выяснилось, гражданин Кротов незаконно приобрел наркотик для последующей его реализации. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Абхазия реализовали разрабатываемую оперативную информацию, в результате чего совместно с сотрудниками уголовного розыска контрольно-пропускного пункта Мюссера задержали временно проживающего в Абхазии жителя Адлерского района города Сочи Кротова Павла Ивановича. В ходе личного досмотра у задержанного изъят заизолированный сверток с содержащимся внутри пакетом белого порошкообразного вещества. Для чего вам данное наркотическое вещество? Для чего? Разложить и по мелким вкладам, адресам. Гражданин Кротов, используя переданные ему координаты, геолокацию через мобильное приложение Telegram в городе Сухум в районе железнодорожного вокзала путем поднятия тайной закладки незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство метадон. Изолента вам для чего? Чтобы упаковать с наркотическими вещами. Да. Полиэтиленовые свертки. Чтобы нафасовать туда с большого этого общего клада. Нафасовать более мелкие. Более мелкие для чего? Чтобы разложить их. Чтобы разложить? Да. А какую сумму вам платили за каждую закладку? 1000 рублей. Как впоследствии установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД, изъятое у гражданина Кротова является наркотическим средством метадон весом свыше 90,5 грамм. В ходе дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного Кротова установлено, что последний ранее реализовал так называемые тайные закладки в городе Гагра в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта. При обследовании указанной местности сотрудниками УКОН обнаружено и изъято в общей сложности 8 заизолированных свертков с расфасованным в полиэтиленовые пакетики светлым веществом внутри. Масса вещества, изъятого с мест так называемых тайных закладок, составила порядка 73,5 грамм. Экспертами определена принадлежность изъятого к психотропному веществу амфетамин. Как вы производили вообще саму закладку? Подходил, ложил, фотографировал место закладки, где на фото указывались координаты. Геоданные. Геоданные, да, координаты, где находится, ну и также указано Далее, стрелочкой. куда и кому отправляли? Далее отправлял куратору. Куратору через какое приложение? Телеграм. Денежные средства какие вы получали? 1000 рублей. За одну сделанную? За одну такую вот. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере в отношении Кротова Павла Ивановича Следственным управлением МВД Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. В 256-й день года во всем мире отмечают День программиста. Обычно он попадает на 13 сентября. В 21 веке в большинстве стран эта профессия стала пользоваться особой популярностью, и Абхазия не исключение. За последние несколько лет все больше молодых людей выбирают данную профессию. В нашей стране специалистов в этом направлении готовят на физико-математическом факультете АГУ. Факультет объединяет 4 кафедры – математического анализа, прикладной математики, общей и прикладной физики. При соответствующих кафедрах функционируют учебные и исследовательские лаборатории. Это направление обучения пользуется популярностью у нас за последние 4 года. Прямо-таки всплеск популярности. Да? Мы имеем поданных документов в 1,5 раза больше, чем имеется мест. Но это радует, конечно же. Да? Конкурс это говорит о том, что потихонечку в обществе приходит сознание того, что без компьютерных технологий в любой области общественной жизни не обойтись. Выпускник нашего факультета в состоянии погрузиться в любую область предметных знаний, да, и сформулировать, формализовать задачи, которые
могут быть решены с помощью компьютеров. Но в целом я скажу так, что пока, значит, наше общество, да, и, скажем так, наша экономика, может быть, руководство, да, мы как бы не созрели для полноценного применения тех знаний, которые способны дать наш университет, наш факультет, наши, значит, преподаватели нашей кафедры нашим специалистам. То есть пока не востребовано все. Но, тем не менее, без работы никто, слава богу, не ходит. Значит, все наши выпускники обеспечили себя работой, точнее, их специальность обеспечила их работой. Опыт показывает, что наши выпускники, закончив бакалавриат или специалитет, поступив в магистратуру, да, или став соискателями в России, в любых вузах, там будь то питерские вузы Москвы, Санкт-Петербурга, у нас с ними хорошие связи, опять-таки Россотрудничество помогает. Поступив, значит, соответственно, в магистратуру, да, в аспирантуру, они успешно овладевают программами. То есть мы даем базу, да, даем навыки, умение учиться, и ребята успешно учатся. 14 сентября в Гудауте состоится матч 13-го тура второго этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются Гудаутская Рица и Ткварчалский Шахтер. Начало матча в 16:00. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно посмотреть на канале Абхазского телевидения в «Система спорт» и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник 14 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск МШипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.